Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В посольстве Баку открыта книга соболезнований. Были приспущены государственные флаги Кыргызстана. Посольство уже навестили чрезвычайный полномочный посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, заместитель посла Грузии Сакварелидзе, чрезвычайный полномочный посол Таджикистана Солли. Также соболезнования выразили чрезвычайные полномочные послы Туркменистана Ильясов, Белоруссии Равков, посольство Китайской Народной Республики в Азербайджане. Кроме того, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов выразил соболезнования председателю Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеку Джапарову в связи с гибелью граждан Кыргызстана в автокатастрофе в Российской Федерации. Глубоко потрясен известием о гибели и ранении граждан Кыргызской Республики в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области России. В связи с произошедшей трагедией выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших. Всему братскому народу Кыргызстана желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в послании Али Асадова. К сожалению, действительно, сегодня, 23 августа, объявлен днем траура в братском Кыргызстане. Я сегодня пришел в посольство Кыргызской Республики, в Азербайджанской Республике, чтобы выразить от имени посольства Казахстана в Баку, от своего личного имени, наши искренние и глубокие соболезнования нашему посольству и в лице посольства Кыргызстана, и в лице посольства Кыргызстана всему братскому кыргызскому народу наши соболезнования в связи с гибелью граждан Кыргызстана в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области России. Сегодня мой друг и брат, посол Кыргызской Республики в Баку Кайрат Османалиев приспустил флаг перед посольством Кыргызстана. Сегодня открыта книга соболезнований. Сегодня придут представители государственных органов, общественных, политических кругов, культурных, деловых кругов, чтобы выразить свои соболезнования близкому народу Кыргызстана. Я желаю, чтобы все пострадавшие скорее выздоровели, вернулись к своим родным семьям. Я также хочу пожелать, чтобы в Кыргызстане всегда был мир, стабильность, благополучие, процветание, чтобы не было никаких происшествий. Мы всегда рядом с братским кыргызским народом и всегда будем оставаться рядом. Qırğızstan Respublikasının 14 vətəndaşının Rusiya Federasiyasında qəza nəticəsində həlak olması və bəzilərinin yaralanması Qırğız xalqı kimi qardaş, dost Qırğız xalqının nümayəndəsi kimi bizi də kədərləndirir. Смерть граждан Кыргызстана глубоко опечалила также и нас, азербайджанцев. Разделяя горе кыргызского народа, приношу соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. Конечно, гибель кыргызстанцев в России очень печальная весть застала нас в Азербайджане, и мы вместе с кыргызстанским народом грустим по этому поводу, выражаем соболезнования всем семьям и близким погибших кыргызстанцев. В Кыргызстане люди должны знать, что мы, азербайджанцы, и в беде, и в горе, и в радости, как всегда были, и сегодня с ними. Ваша боль, наша боль. То, что произошло с кыргызстанцами, это мы считаем, что произошло и с нами, с азербайджанцами. То есть для нас Кыргызстан не чужая, не иностранная страна. Это для нас родная такая же страна, как сам Азербайджан. Поэтому братьям и сестрам из Кыргызстана выражаем соболезнования и хотим, чтобы они знали, азербайджанцы разделяют их боль.
От имени посольства Кыргызской Республики, Азербайджанской Республики и Грузии от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близких, пострадавших в аварии в Ульяновске, Российской Федерации. Раненым, соответственно, желаю скорейшего выздоровления. Сегодня в посольстве Кыргызской Республики в Баку приспущен флаг Кыргызской Республики, открыта книга соболезнований. Премьер-министр Азербайджана уже выразил свои соболезнования руководству Кыргызстана. Конечно, очень сложно передать слова, те, которые могут каким-то образом компенсировать утрату, горечь, утрату от близких родственников. Конечно, нужно думать о том, чтобы такие происшествия и трагические случаи были максимально минимизированы. Ну, что сказать, поскольку в соответствии с указом президента Кыргызской Республики 23 августа объявлено Днем национального траура, в этой связи посольство работает в штатном режиме с учетом тех гостей посольств, которые приходят выразить соболезнования народу Кыргызстана, родственникам и близких погибших и раненых граждан Кыргызской Республики. Напомним, недавно в Баку прошло 4-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах. Поскольку подробности этой встречи требуют широкого разъяснения, мы встретились с послом Кыргызстана в Азербайджане Кайратом Усмуналиевым в посольстве в Баку и попросили его поделиться с нами своими мыслями. Действительно, буквально недавно, 15-16 августа этого года, в Баку состоялось 4-е заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, в которой, сопредседателем со стороны Кыргызстана принял участие заместитель председателя Кабинета министров Төребаев Бахыт Ергешевич, а также была солидная делегация из соответствующих министерств и ведомств и экспертов, руководители, заместители министров. И, соответственно, первый день, 15 августа, эксперты прорабатывали основной документ. Это, соответственно, протокол заседания совместной межправительственной комиссии. Это основной документ, который, в общем-то, определяет дальнейшие, так сказать, векторы развития сотрудничества, как я уже сказал, в экономической и гуманитарной сферах. Здесь очень важно отметить, что эта работа была уже заранее проведена. В общем-то, эксперты, они поработали уже над тем документом, который был внесен на рассмотрение сопредседателей комиссии. Состоялось заседание в узком формате, потом в расширенном формате, в которой в узком формате приняли участие заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики и коммерции, представитель отдела внешней политики и, собственно, я как посол Кыргызстана, соответственно, наши визави с азербайджанской стороны. Должен отметить, что это заседание состоялось после 3-летнего перерыва. Предыдущее 3-е заседание прошло в Бишкеке. И, в общем-то, если, скажем так, дать какую-то предварительную оценку, стороны отметили, что произошла активизация двусторонних связей, взаимодействия, кооперации. Особый импульс активизации этих отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, соответственно, придал импульс активизации, совершенный в апреле этого
года официальный визит президента Кыргызской республики Кадыра Нургожаевича Джапарова в Баку, в ходе которого были двумя главами государств подписаны очень важные документы. Это, в первую очередь, декларация о установлении отношений стратегического партнерства и, соответственно, меморандум о создании Межгосударственного совета глав государств. Эти два документа, они выводят уровень сотрудничества наших государств на более высокий, более продуктивный, более тесный уровень кооперации. Если, напомню, до этого двусторонние отношения опирались только на договор о дружбе и сотрудничестве 1997 года, в этом году 25 лет с момента подписания этого договора, то теперь отношения между двумя государствами выводятся на более высокий стратегический уровень соответствующего партнерства. Должен отметить, что уникальный, скажем так, механизм создания Межгоссовета на уровне глав государств, это уже третий, скажем так, ноу-хау во внешней политике нашего государства. Соответственно, подобный механизм у нас функционирует с братской Турцией и братским Казахстаном, теперь уже и с братским Азербайджаном. Он предполагает, что не менее чем раз в год на уровне глав государств, либо по их поручениям глав, соответственно, правительств, кабинетов министров должны проводиться обсуждения текущих вопросов сотрудничества, сверяться часы, и, соответственно, это придает большой импульс. Также в ходе официального визита было подписано порядка 11 различных соглашений, меморандумов, как на межправительственных, так и межведомственных. Особо хочу выделить межправительственное соглашение о воздушных перевозках, которое сейчас создало буквально недавно. Азербайджанская сторона подтвердила, что в парламенте утверждено законом это соглашение. С нашей стороны тоже, соответственно, работа проведена. Это даст хороший толчок для того, чтобы развивать наши прямые авиасообщения. Я так думаю, это создает правовую основу. Возвращаясь непосредственно к заседанию межправительственной комиссии, в качестве основного документа после обсуждения в узком и расширенных форматах с участием делегаций был подписан со стороны, соответственно, вице-премьера Кабинета министров Азербайджанской республики господина Али Ахмедова и заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской республики господином Турабаевым подписан протокол, который, в общем-то, является некой, скажем так, дорожной картой для придания практического такого аспекта, для придания практической реализации импульсов между двумя государствами. Посольством также было предложено разработать соответствующий план или дорожную карту по реализации тех вещей, которые были заложены в протоколе. И я думаю, что это такие практические формы реализации, они выведут взаимоотношения наших государств еще на более высокий уровень. Особое внимание было уделено, конечно, фокусировано на том, чтобы развивать экономическую дипломатию, то есть увеличение товарооборота. Сейчас эта цифра, она достаточно скромная, есть большой потенциал для того, чтобы его развивать. В частности, товарооборот порядка 10 миллионов долларов. И стороны пришли к взаимопониманию, что нужно открывать торговые дома, как в Азербайджане, так и в Кыргызстане. Также, конечно, было уделено внимание и развитию гуманитарного сотрудничества. В этой сфере у нас уже есть определенные планы
поскольку следующий год, 2023 год, это год установления, 30-летия установления дипломатических отношений, соответственно, запланированы и дни культуры, соответственно. Кроме того, значит, есть определенные мероприятия, которые будут приурочены к 95-летию нашего выдающегося соотечественника, писателя и мыслителя не только тюркского мира, но и на мировом уровне, великого Чингиза Дорогоевича Айтматова. Вот, соответственно, будет проработан вопрос по увековечению памяти в Азербайджанской республике. Но поскольку мы еще и по совместительству, значит, покрываем Грузию, то и в Грузии тоже будут усилены это направление, и экономическая дипломатия, и, соответственно, культурно-гуманитарного сотрудничества. Карет Бey, сейчас вы говорили о официальных встречах, заключении договоров, а практически наши кыргызские делегации посетили какие-то предприятия или... Да, ну, поскольку такой основной, скажем так, фокус вообще обсуждения он был на том, чтобы развивать экономическую дипломатию, торговое, экономическое сотрудничество. В этой связи, конечно, посольство постаралось подготовить программу пребывания, фактически визита заместителя председателя Кабинета министров господина Турыбаева, то, что можно было показать и то, что можно было бы, ну, скажем так, вот, принять во внимание в ходе, так сказать, вот тех реформ, которые у нас и в экономике проходят в данный момент. Так, в частности, хотел еще обратить внимание, что в ходе официального визита был организован бизнес-форум, на котором принял участие президент Кыргызской республики. Вот, была организована встреча с бизнес-кругами Азербайджана, в ходе которой были презентованы инвестиционные возможности в Кыргызстан. Вот, была большая презентация Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики. Вот в рамках этой работы посольство, значит, имеет определенные наработки. Так, в частности, я до этого встречался для того, чтобы изучить опыт, соответственно, это морской порт, Сезалят, это, соответственно, агентство пищевой безопасности, это и, значит, опыт компании Агрибио по переработке, значит, отходов в биогумус. Вот, это было предложено. И Асан-центр. Асан-центр это, соответственно... Как у нас в Бишкеке ЦОНы? Ну, я бы сказал, что это уникальный, скажем так, ноу-хау Азербайджана, Асан-центре, потому что здесь, если мы говорим о центрах обслуживания населения, то в Азербайджане они, значит, эта структура максимально приближенная к нуждам простых людей, вот, она еще занимается определенными инновациями, поддерживает стартапы. Кроме того, что обслуживает, значит, население для получения там документов, справок. Ну, цифровизация в высшем образе. Да, цифровизация. Я на этом остановлюсь. Вот эти основные пункты, значит, основные, скажем так, ну, интересные наработки, которые в Азербайджане уже реализуются, посчитали, что это интересно нашему заместителю председателя Кабинета министров и членам делегации. Так оно и оказалось, поскольку, ну, что такое порт, морской порт? Это один из тех, ну, скажем так, драйверов логистической сферы Азербайджана, поскольку в связи с известными событиями, которые недавно, значит, наступили, соответственно, Кавказ,
регион Южного Кавказа особенно стал очень актуальным, очень популярным направлением развития логистических коридоров. И об этом, кстати, говорил и президент Азербайджанской республики господин Алиев, который принял нашего заместителя председателя кабинета министров. Он рассказал об этих транспортных коридорах, логистических возможностях. Этот порт Алят один из тех пунктов, через который, в общем-то, сделали презентацию и показали, какой большой потенциал, и в том числе и для наших бизнесменов и перевозчиков, поскольку в свете того, что у нас предполагается соединение транспортного коридора через железную дорогу с нашим Китаем, нашим соседом дружественным, Китай, потом через Кыргызстан, Узбекистан, железная дорога, и дальше это вполне может быть выход в Европу и через Кавказ. Кавказ – это такая сейчас очень актуальная географически, скажем так, направление. Если для сравнения, очень сильно подорожали все грузоперевозки, те, которые были, и те, которые, остановились. Естественно, они оказывают негативное влияние. Поэтому это очень актуальное направление логистически. Цезалят. Цезалят – это тоже уникальное, с учетом всех тех современных требований, проект, который реализуется под контролем тоже президента Азербайджанской республики. Буквально на днях будет открытие, и уже есть, фактически наработки. Так на той территории, которая освоена, а вообще сама территория Цезалят – это 8 тысяч квадратных километров. По инициативе посольства разработка дорожной карты по реализации этих задач, которые были поставлены в качестве рекомендаций. Это заседание комиссии, они приобретут практически формы реализации. В целом было удачно. Это показывает еще раз. От Министерства иностранных дел нашей Кыргызской республики получили благодарность за активное участие и организацию высшем уровне встреч и заседаний. И не только с Министерства иностранных дел, также господин Тарабаев направил соответствующее письмо в Министерство иностранных дел, где выразил благодарность и министерству, и посольству непосредственно за организацию, за и насыщенность этой программы, эффективность этого визита, где отмечено, соответственно, то, что заседание МПК прошло на должном уровне, и мы полагаем, что в дальнейшем будем только наращивать наши усилия. Надо внедрить в жизнь, надо показать. Это действительно мы тоже были свидетелями несколько лет тому назад. Межгосударственные, межправительственные отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном было не таком уровне. Да, я бы хотел сказать, что уровень взаимоотношений, если можно сказать, выразить температура этих отношений от прохладных, я думаю, сейчас она доведена до уровня теплых, как это и должно быть между братскими народами, братскими государствами. Есть политическая воля на самом высоком уровне, то есть на уровне глав государств. Есть понимание, четкое видение, каким образом можно продвигать, поскольку Азербайджан на самом деле достиг достаточно больших успехов и скажем так, политико-дипломатической сфере, и особое внимание под контролем главы государства – это развитие экономики, экономической безопасности. В этой связи, конечно, нам, поскольку мы сейчас
на старте вот этих реформ, которые проводятся в Кыргызстане, азербайджанский опыт, ему можно взаимодействовать. И самое важное, то, что кроме этого опыта, азербайджанская сторона готова поделиться этим опытом, и надо только реализовывать эти инициативы. Уважаемый господин посол, мы хотели коротко несколько слов о предстоящей официальной визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан. Ну, пока, значит, конкретных дат еще не получено. Во время официального визита нашего президента он пригласил президента Алиева посетить с ответным визитом. Статус визита самый высокий передается, это государственный, на высшем уровне. И тогда президент Алиев принял это приглашение. Вот. Когда оно состоится, ну, мы должны понимать, что есть понятие удобного времени, поскольку президенты наших государств не только люди занятые, есть планы, есть графики, есть определенные, скажем так, коммитменты, да, вот, поэтому даты визитов, они определяются с учетом вот удобности и той, и другой стороны. Поэтому мы ждем, мы ожидаем этот визит, и в ходе встречи с президентом Алиевым наш зампред Кабмина еще раз, значит, напомнил и передал слова приветствия и напоминание о том, что мы ждем с ответным визитом. Поэтому азербайджанская сторона, я думаю, известит об удобных для нее датах, вот, когда это случится. Но я думаю, что визит будет, поскольку есть и подписанный документ, это и Межгоссовет. В Межгоссовете там указано, что заседание глав государств не меньше, чем раз в год должны проводить эти заседания Межгоссовета, где должны встречаться и подводить. В каком формате это будет, там, в виртуальном, там, онлайне, допустим. Естественно, в офлайне визит главы государства – это всегда большое значение этому придается, поскольку всегда визиты глав государств придают импульс. Можно сказать, что наступают как-то новые этапы для развития. Мы ожидаем, значит, визит. Точные даты пока, еще раз говорю, пока нам неизвестны. Мы считаем, что у нас есть еще над чем работать, вот, потому что визит главы государства всегда должен быть насыщен. Должна быть насыщена какими-то наработками. Ну, насколько я знаю, где-то порядка 10 различных межведомственных, и в том числе есть межправительственные соглашения. Уже эти проекты на стадии готовности. Вот, как я уже говорил, в ходе официального визита нашего президента было подписано 10-11 таких соглашений, меморандумов. Вот. И продолжение этого еще есть. Значит, есть проекты, которые могут быть подписаны. Будем ждать, поскольку Ильхам Гейдарович уже обозначил, значит, то, что он посетит, дал согласие. Вот, и вы же понимаете, что визит – это приглашение в гости. Вот, и когда, значит, приглашаешь в гости, всегда ориентируешься на самого гостя, да, чтобы для него было удобно, для того, чтобы, значит, ну, разные моменты, поэтому будем ждать. Так, Кайрат Медербекович, за подробную информацию, за подробный репортаж от имени наших телезрителей мы благодарим вас и ждем плоды, которые вы перечислили. Спасибо. Спасибо. Çok sağ olun. Çok rahmat.
Лук с медом – безопасное, эффективное и вкусное лекарство, принимаемое при сухом кашле, которое понравится даже детям. Мы расскажем о том, какие рецепты этого лечебного средства существуют и как его принимать. Лук с медом рекомендую для облегчения симптомов простуды. Он успокаивает раздраженное горло, разжижает слизь и облегчает сухой кашель взрослым и детям. Он также повышает сопротивляемость организма и обеспечивает защиту от вирусов и бактерий в период обострения респираторных инфекций. Превосходное свойство этого лечебного средства заключается в возможности быстро и недорого его приготовить. Почистить одну большую луковицу или две средних, потом мелко нарезать ее и поместить в полулитровую банку. На одну луковицу понадобится 2 ложки натурального меда. Смесь 12 часов надо выдержать в холодильнике. После истечения времени перемешать и употреблять по назначению. Взрослые и дети могут принимать смесь 3 раза в день. Это весьма сильное антимикробное и натуральное средство. Мы желаем вам быть здоровыми! Выбор подковы и инструкция по ковке лошадей. Для того, чтобы уберечь копыта лошади от возможных повреждений и травм, необходима ковка. Именно поэтому заводчикам этих животных важно знать, как подковывать лошадь, как правильно подобрать подкову и какие инструменты следует использовать. Такую ответственную процедуру, как ковка лошадей, должен непременно проводить кузнец, который имеет достаточный опыт в данном деле, хорошо знает ветеринарную ортопедию и умеет обращаться с лошадью. Следует помнить, что в течение года копытам все-таки потребуется небольшой отдых, и вашему животному нужно будет дать возможность около месяца или немногим больше побыть без подков. Ковка лошадей также имеет цели, связанные с ортопедией, а именно позволяет уменьшить вред от травм, если лошадь все-таки не смогла их избежать, помогает сделать минимальным воздействие на организм других неприятностей, а также устранить дефекты, которые появились в копыте. Таким образом, ковка лошадей является достаточно ответственным мероприятием, для проведения которого хозяину необходимо приглашать специалиста. Если ковка лошадей будет выполнена неправильно, то животное может стать нетрудоспособным, даже приобрести нежелательные для здоровья последствия.
последствия. Ковка лошадей как метод предохранения конечностей от нежелательных механических повреждений является не только обязанностью кузнецов-профессионалов, но также и зооинженеров, руководителей конных заводов, а также всех, кто работает на колхозных конофермах и ипподромах. Ковка лошадей помогает обеспечить надежную защиту копытом рабочих, спортивных, верховых и рысистых коней. Кузнец снимает старую подкову, предварительно фиксируя копыта коня. Щипцы помогают удалить гвозди, а затем и саму старую подкову. Затем кусачками нужно убрать нарост рогового слоя на конечности. Зачем нужен копытный нож? Им удаляются роговая оболочка подошвы, а также мозоли. Стенку копыта специалист подравнивает секачом, а все оставшиеся неровности дорабатывает рашпилем. Подковка копыт лошади. Раскаленную набойку прикладывают вплотную и делают примерку, после чего лишние части счищают. Важно правильно подобрать подкову, чтобы потом не иметь проблем ни самому животному, ни его владельцу. Хорошие экземпляры должны быть изготовлены из высококачественной прочной стали. Кузнец должен при проведении ковки лошадей хорошо подогнать подковы к копытам. Для выполнения процедуры ковки лошадей необходимо иметь такие инструменты, как ковочный молоток, клещи, секач, обсечка, рашпиль с насечками, шиповой ключ, лапу, специальные гвозди, которые еще называют ухналями, и сами подковы. Многих владельцев, конечно, волнует важный вопрос, как подковать лошадь. В первую очередь такая процедура предполагает грамотную обработку копыт, чтобы впоследствии животному не было больно. Некоторые люди думают, что животное испытывает дискомфорт при ковке, но это неверно, так как гвозди входят в ороговевший слой копыта. Итак, как подковать лошадь? Копыта необходимо помыть и почистить. После этого животное подводят к специальному станку. Поэтапная инструкция о том, как подковать лошадь, выглядит так.